Новости в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Ледоход на реке Лени все ближе, и подготовка к нему ведется по всей протяженности русла, в том числе на территории Хангаласского района. Расскажем подробности. 9 муниципалитетов Якутии получат субсидии на поддержку активного долголетия. На эти цели из бюджета выделили 7 миллионов рублей. В преддверии Дня Победы в столице продолжается акция «Поем двором». Военные песни исполняют прямо у домов ветеранов Великой Отечественной. В Якутии с особой теплотой почтили память героев-журналистов. Глава республики Айсан Николаев вместе с коллегами по медиацеху возложил цветы к мемориалу героя Советского Союза Николая Кондакова, чья храбрость и верность родине остаются примером для новых поколений. В этот же день была вручена премия имени Кондакова участнику СВО, главному редактору радиовещания ГТРК «Саха» Иннокентию Киренскому, а орден мужества посмертно получил талантливый журналист Якутия-24 Алексей Семенов. Его награду приняли супруга и дети. Сегодня мы очень горды тем, что хоть и посмертно награда нашла героя, награду вручили жене и детям. Конечно, мы очень этим гордимся и помним Алексея. С этого года ежегодно будет вручаться премия Министерства молодежи для патриотичной молодежи, и эта премия будет ежегодной, и в нашей компании будет такая же премия, так что мы будем увековечивать память нашего коллеги. Фотовыставка участников СВО открылась в Центре культуры села Тулагина. Экспозиция «Вечная слава нашим землякам» собрала, представила и увековечила память 12 погибших бойцов, уроженцев села. Выставка – первый проект местного общественного движения «Волонтеры СВО». При этом в организацию входят преимущественно учителя Тулагинской школы. Именно они и собрали всю информацию об участниках спецоперации. Как отметила одна из волонтеров с фотографией на выставке, на нее смотрят как ее ровесники, так и ее бывшие ученики. И, конечно же, проводится такое мероприятие в преддверии 9 мая, потому что именно как раз в этот день мы понимаем, и особо сильно в этот день, о том, что победа точно будет за нами. И особенно, если она дается и ценой человеческих жизней, это, конечно, безусловно страшно, это трагедия для каждой семьи. С февраля 2023 года в Якутии действует движение «Боевые шелкопряды». За это время оно объединило сотни волонтеров по всей республике. За 3 года существования участники изготовили более 3000 маскировочных сетей, и это говорит о высоком уровне организации и сплоченности команды. Сегодня движение объединяет волонтеров со всей республики. Филиалы также работают в Подмосковье, санатории Бесчегда и Санкт-Петербурге. Вот тут у нас швейный цех. Шьем антидроновое одеяло, шьем носилки, антидроновое пончо нынче тоже разработали, шьем. И очень много, как говорится, заказов сейчас поступает, и шьем по заказам. Нынче за квартал у нас очень много, в принципе, получилось, около 50 штук где-то сделали. Сейчас у нас заказы идут в основном на одеяло. Поэтому изготавливаем одеяло. Ребята пишут, звонят, просят, чтобы им отправили. По зову сердца в свободное время принимаю активное участие и сотрудничаю с коллективом волонтеров под руководством Поповой Тамары Дмитриевны, филиала общественного движения «Боевые шелкопряды Якутии». И мы также проводим большую работу по патриотическому воспитанию. Нас всегда приглашают на форумы, конференции, и там же мы проводим мастер-классы. Ледоход на реке Лени все ближе, подготовка к нему ведется по всей протяженности русла, в том числе на территории Хангаласского района. В зоне особого внимания находится Актемский наслег, где вероятность подтопления ежегодно остается высокой. Именно поэтому в селе состоялось совместное совещание профильных ведомств с местными жителями. Что они обсуждали, знает Виолетта Засимова. При наихудшем сценарии прохождения паводковых вод в Актемском наслеге в зону подтопления рискуют попасть 258 домовладений. Это самые высокие показатели в районе. Старожилы хорошо помнят годы, когда река показывала свой суровый нрав. В моей памяти в 1998 году подтопило, в 2010, 2000, раза 3, наверное.
даже 4, может быть. В 80 каком-то году, в 88-м тоже маленько подтапливал. Ну, там домов меньше было. Чтобы минимизировать риски и высушить опасения сельчан, в актовом зале Актемского филиала АГТУ состоялось совещание. Свои вопросы люди смогли задать напрямую представителям профильных ведомств – Ленского бассейнового водного управления, Управления автомобильных дорог, ГИМС и других структур. Один из главных поводов для беспокойства жителей – возможное образование ледовых заторов в районе Табагинского мыса. Именно в этом случае Наслег может оказаться под водой. Поскольку сейчас там ведется строительство Ленского моста, люди хотели узнать, не усугубят ли работы паводковую ситуацию. Предвосхищая эти вопросы, на встречу приехали представители группы ВИС, которая осуществляет строительство моста. Они продемонстрировали карту объекта, объяснили схему возведения опор и заверили, что работы ведутся с учетом всех рисков заторообразования. Сама конструкция моста – это трехпилонная вантовая конструкция. Длина максимального пролета в русловой части составляет 850 метров. Полностью обеспечивает пропуск судового хода. Нам объяснили, что все рассчитано, все посчитано. Между пролетами этого моста достаточное расстояние есть для прохождения льда, безопасного прохождения льда. Затем участники встречи обсудили вопросы безопасного отгона скота, необходимость подворовых обходов и меры безопасности на случай неблагоприятного развития паводка. Кроме того, оперативный штаб района отчитался о текущей толщине льда. Если сравнить с прошлым годом, то толщина льда как бы ниже нормы, чем в прошлом году, да? На 5-7 сантиметров. В прошлом году вроде нормально прошло. Да, 14 мая прошло под Покровском ледоход. В этом году планируют 16 мая. Тем временем, по последним данным, кромка ледохода на реке Лени пока что находится на территории Иркутской области. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Горный район успешно подготовился к паводку благодаря заблаговременным мерам. В этом году Улус встретил паводковые воды гораздо более подготовлены, чем в прошлом. Благодаря полному выполнению всех запланированных работ, начиная с осени, удалось значительно снизить уровень воды, укрепить сооружения для удержания льда и его пропуска, отремонтировать трубы водопропускных сооружений, а также завести и выровнять песок и щебень. Эти меры позволили району встретить стихию во всеоружии. В данное время 2 мая поступление воды началось. Сейчас уже по максимуму вода идет как по 16 трубам и 2 трубы в напоре. Так что в этом году мы готовы и пропускаем весенние паводковые воды. В Усть-Алданском районе на добычу водоплавающей дичи выдано более 1400 лицензий, в том числе 132 на особо охраняемых территориях. Напомню, в Якутии сезон охоты, в частности на селезня уток с использованием живых подсадных, начался с 25 апреля, продлится он до 10 июня. На территории района есть 6 охотничьих угодий, из них 2 находятся на особо охраняемой зоне. Все охотники перед получением лицензии проходят инструктаж. Им категорически запрещается использовать манки всех видов, носить оружие без чехла и, что самое главное, разводить костры. С начала сезона охоты подсадной манной утка Усть-Алданский инспекция логического надзора, госинспектора опыты и деятельства с сотрудниками отдела МВД проводится надзорное мероприятие. Выявлено 3 нарушения требований правил охоты Российской Федерации. В 2026 году субсидии на реализацию мероприятий по поддержке активного долголетия старшего поколения получат сразу 9 муниципалитетов республики. В список вошли Алданский, Амгинский, Горный, Мирнинский, Намский, Среднеколымский, Татинский, Хангаласский районы и городской округ Якутск. В ведомстве отмечают, что общая сумма субсидий, распределенная между муниципалитетами, 7 миллионов рублей. Всего на конкурс поступило 14 заявок от районов. С 2024 года в республике, напомню, действует механизм софинансирования муниципальных программ, которые помогают сохранять активное долголетие пожилых. Благодаря этим программам в районах организуют дневную занятость пенсионеров, социальный туризм и оздоровительные смены для старшего поколения.
Благополучие каждого постояльца – главная цель. Намский дом-интернат имени Татьяны Ядрихинской для пожилых людей-инвалидов принял первых постояльцев в 2023 году при поддержке федерального проекта «Старшее поколение». Современное здание на 65 мест стало символом масштабной государственной поддержки пожилых. С первого дня пребывания в учреждении работают 4 отделения – милосердие, передышка, активное долголетие и дневной полустационар, а также социальные и медицинские реабилитационные центры. С февраля месяца садим герань, потому что герань – это такое неприхотливое растение. Когда цветет, это очень красиво. Люди радуются, старики. Это цветет у нас до зимы постоянно. Что мне здесь очень нравится, так это территория. Я, значит, на коляске, у меня сестра на коляске, я гуляем на воздухе. Это очень хорошо. В преддверии Дня Победы в Якутске продолжается акция «Поем двором». Военные песни исполняют прямо у домов ветеранов Великой Отечественной. Сегодня поздравления принимал 102-летний ветеран Наум Слепцов. К нему пришли представители правительства республики, юноармейцы и юные артисты. Наум Трифонович ушел на фронт в молодом возрасте, участвовал в штурме крепости Хайлар. После войны работал учителем, руководил школами в районах. Отмечу, сегодня в республике осталось всего 7 ветеранов Великой Отечественной. Я вам всем желаю здоровья, благополучия и успехов во всем. Не только в работе, но в своей личной жизни. Дружите всегда со спортом. Вам всем счастливого долголетия. Спасибо вам всем от всего моего сердца. От всей души. 7 мая на площади Победы в Якутске пройдет акция «Свеча памяти». Жители и гости смогут почтить память предков. Акция объединяет поколения. В прошлом году только на площади Победы собрались более 15 тысяч якутян, а еще множество людей присоединились к инициативе в других городах и селах. Кто-то даже ставит памятные свечи на окнах. С понедельника стартовали и другие мероприятия ко Дню Победы. Например, акция «Поем двором». Школьники и студенты поздравляют немногочисленных оставшихся ветеранов. Это были все новости к этому часу. До встречи в дальнейших эфирах.